Память жертв теракта в Беслане почтили и в Москве. В храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках отслужили панихиду по погибшим. К монументу жертвам теракта перед храмом весь день несли цветы и венки. Память погибших присутствующие почтили минутой молчания. А в 13:05, когда 16 лет назад в бесланской школе раздался первый взрыв, выпустили в небо белые шары. Цветы легли и к могилам бойцов спецподразделений «Альфа», «Вымпел» и сотрудников МЧС на Николо-Архангельском кладбище в городе Жуковском и в деревне Юрово Раменского района Московской области. Память погибших в терактах и локальных конфликтах почтили сегодня в музее-усадьбе Муранова Пушкинского района Московской области. На святом источнике Казанской иконы Божьей Матери создан парк. Ежегодно на мероприятиях в Москве присутствуют бывшие заложники, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, руководство постоянного представительства республики при президенте России, представители правительства Москвы, столичной осетинской общественности, ветераны спецподразделений «Альфа», «Вымпел», руководство и врачи ведущих медицинских учреждений Москвы, где проходили лечение заложники. Взрослые мужчины серьезные плачут, когда заходят в спортзал, где фотографии убитых детей. Там ничего больше нет практически, кроме этих фотографий. Это очень тяжело. И на кладбище на этом. Это такая боль пронизывающая. Жизнь наша непроста, и у всех есть трагедии, и смерти, и болезни. Но вот там, в Беслане, какое-то сгущение такой человеческой боли. И я там был тоже. И всякий, кто там побывает, он меняется. У него эта боль остается, он ее никогда не забудет. Эта рана, конечно, она незабываемая, она навсегда останется в наших сердцах. И сегодня здесь мы в центре Москвы на Солянке возлагаем цветы к монументу жертвам Беслана. Сегодня очень много людей здесь находится, жителей Москвы, гостей Москвы. И мы все видим, сколько неравнодушных людей в эти все дни бывают рядом с нами.